осень, да. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Короче становился день, лесов таинственная сень. С печальным шумом обнажалась, ложился на поля туман. Гусей крикливых караван тянулся к югу, приближалась довольно скучная пора. Стоял ноябрь уж у двора. Посмотрите, какое прекрасное стихотворение. Кто написал это стихотворение? Александр Сергеевич Пушкин. Да, это как раз вот сегодняшняя тема пойдет об этом великом поэте и о его произведении Моцарт и Сальери. Хорошо, давайте проверим дежурный, кого нет на уроке. Камилла Мадина, Кумритбай Вагер. Хорошо, наверное, у них уважительная личина. Хорошо. Далее. Давайте мы разделимся на подгруппу. Сейчас я вам раздам пазлы. И вот эти пазлы вы должны соединить. Так? И что у вас получится? Посмотрите. Давайте возьмите, соедините эти пазлы. И что получилось? И что получилось? Давайте. Что получилось? Что у вас получилось? Моцарт. Моцарт. Это портрет Моцарта. Амадея Моцарта. Хорошо. У вас чей портрет? Сальери. Хорошо. Как раз речь пойдет о этих композиторах. А теперь открыли тетради. Написали сегодняшнее число, 30 ноября, и тема сегодняшнего урока – гений и злодействие – две вещи несовместимые. Вот, мы создали группу, так, группа Моцарта и группа Сальери. Хорошо. А теперь будем штурмовать ваш мозг. Проверим домашнее задание. Первое. Кто такой Антуан Экзюпери? Антуан Экзюпери, писатель, поэт, летчик. Он родился 29 июня 1900 года в Лионе и был третьим ребенком графа Жана де Сент-Экзюпери и Маш де Фанскало. Следующий вопрос. Чем он знаменит? Пожалуйста, Аня. Самое известное произведение
Антуан де Сент-Экзюпери и самая необычная книга, которая оживает благодаря 3D панорамному объему, которому каждому разводите. Хорошо. А скажите, какое произведение прославило писателя? Свое самое знаменитое произведение «Сказка притчи» «Маленький принц». Его написала Экзюпери, когда ему было 42 года. Его написал Экзюпери. Ага. Садитесь. Так, объясните значение этой фразы. Мы в ответе за тех, кого приучили. Диана, пожалуйста. Это цитата из произведения «Маленький принц». Она означает, что человек в ответе за тех людей, которые находятся рядом, с которыми мы дружили и просто знакомы. И следующее задание. Составить кластер со словом «ценность». Давайте немножко. Ну, пожалуйста. Деньги. Ценность. Это какими словами ассоциируется? Это какие слова? Семья. Деньги. Деньги. Здоровье. Здоровье. Обязательно. Искусство. Хорошо. Садитесь. Далее. Следующее. Так, теперь давайте мы познакомимся с самим поэтом. Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 году в Москве. С раннего возраста он воспитывался в литературной среде. Отец его был ценителем литературы, и у него была большая библиотека. Брат был поэтом. Когда мальчик был маленьким, у него была няня, а звали ее Арина Родионовна. Именно она заменила поэту мать, подарила свое тепло и ласку и научила любить все русское. Воспитывала у молодого Пушкина любовь к замечательному, прекрасному русскому языку. Именно она рассказывала маленькому Саше старинные былины и сказки. Следующее. Моцарт и Сальери. Тема сегодняшнего урока. Моцарт и Сальери – знаменитая трагедия Александра Сергеевича Пушкина. В ней рассказывается о завистливом композиторе Сальери, который ненавидел своего талантливого друга Моцарта. Главной фигурой трагедии является Сальери. Он типичный музыкант, ремесленник. Сальери занимался искусством ради призвания и почета. Он умертвил звуки и музыку, разъял как труп. Сальери удалось достичь славы, да, но его, когда появился Моцарт, его сердце сжигает дотла злоба и ненависть. Зависть доходит до того, что Сальери решается отравить Моцарта. Вот. Примечательно, что прямо перед своей смертью Моцарт и говорит, что гений и злодейство – это две несовместимые вещи. Упоминает он и о черном человеке, который постоянно преследует его, как предвестник смерти. Также можно сказать, что гений и зависть – несовместимые вещи. Человек, погруженный в творчество, не имеет времени на зависть. Он поклоняется искусству, а не изводит себя глупыми домыслами о том, что кто лучше его. Хорошо. Так, следующее. Метод ассоциации. Смотрите, метод ассоциации. Здесь уже мы должны что сделать? Значит, разговор пойдет о гении, о Моцарте. Вы должны выполнить такое задание. Значит, составить слова с каждой буквой этого слова. Пожалуйста, кто? Я. Алена. Слово «гений», буква «Г», «горизонт»,
буква Е егер, буква Н независимость, буква И йога, И идея, буква И йога. И краткая это йога. Хорошо. Так, справились с этим заданием. А теперь давайте мы прослушаем фрагмент Репин Моцарта. Хорошо, вы прослушали, а теперь к вам вопрос. Какое настроение у вас возникло при прослушивании этой музыки? Диана? Печальная и траурная. Печальная и траурная. Так, в каких случаях исполняет реквием? Перед самой смертью. Перед самой смертью. Далее. А как вы думаете, что стало реквием для композитора? Отпевает сам себя. Да, отпевает сам себя. Следующее задание. Так, следующее задание. Постер. Вот сейчас я вам даю задание. У вас на столе лежат бумаги. Вы должны дать характеристику двум композиторам и какими красками вы нарисовали этих композиторов, этих двух личностей. Работаем. Что, выполнили? Давайте. Так, кто первый? Группа Моцарта, пожалуйста. Выделили такое солнце, потому что Моцарт такой веселый, хороший, умный, открытый, яркий человек. У него нет зависимости, честный такой, и такой искренний. Все, да? Справедливый. Справедливый. Все. Все. Ага, хорошо. Вот баллы. Так, следующее. Вы готовы? Да. Пожалуйста. Прочитаем. Итак, получается, что Савелий умен, трудолюбов, Трудоголик. Дальше. старый Старый учитель, да. Дальше. Следующее. Так, дальше. Что там еще есть у вас? То он какой? А почему вы нарисовали тучу? Что? Он злой человек. Злой человек.
Покажите, да? Он злой человек, он что? Он с этими тучами ассоциируется, да? Что он злой, хмурый, вечно недовольный, да, завистливый. Вот это все, да, показали тучами. Хорошо. Угу. Так, следующее задание у нас такое. Вы должны соединить вот эти. Вот здесь предложения, они вот эти кусочками. Вы должны объединить эти слова и составить предложение. Так, возьмите. Вы уже написали? Ну хорошо, давайте. Какое слово у нас получилось? Моцарт Бог и достоин сам себя. Угу. Да. Это чьи слова? Чьи слова? Сальери. Сальери, правильно. Хорошо. Так, возьмите. Ага. Так, ваши вы составили? Да. Ну давайте. Где Моцарт не сам, то вот не знаешь. Угу. Так. Он. Да. Это тоже чьи слова? Слова Сальери, да? Обращенные к Моцарту. Так, еще одно задание. Так, вот соедините тоже еще пазлы. Здесь есть фотографии. Да, ну можно портреты, можно назвать, и краски Пушкина. Объедините и скажите, это кто объединили? Так. Ну-ка. Угу. Так, все, да? Хорошо. А теперь, а что мы видим? Да. А кто это? Да. Ну, кто он? С чем он знаменит? Это поэт, да, и автор произведения Моцарт и Сальери. Моцарт и Сальери, сегодняшнего произведения, которое мы проходим. Так, а вы? А это что? Золотые рыбы. Да, это сказка о золотой рыбке. Это, да, тоже написал Александр Сергеевич Пушкин. Видите, вот сидит, пришел старик, а старуха сидит у разбитого корыта. Так, хорошо. Так, давайте я вам раздам ваши баллы. Так, хорошо. Так, следующий вопрос. Так, следующее задание. Ответьте на такие вопросы. Каков замысел антитезы Моцарт и Сальери? Пора. Сальери противоположность себя к миру. Он дает себе собственный вывод, правда или нет, или выше. Так, следующий вопрос. В чем обвиняет Сальери Моцарта? В чем он обвиняет? Бог, ты недостоин и сам себя. Вот видите, он обвиняет. Угу. Так, следующее задание. Вот такой вопрос. Что вам известно о реальных Моцарте и Сальери? То есть вы должны рассказать, кто такой Моцарт и кто такой Сальери. Ну давайте. Что? Сальери. Хрупкое сложение, маленький человек с пылающим взором, вспыльчивый, но сразу готовый примерно вообще же в высшей степени приятный, радушный, любезный, доброжелательный, жизнерадостный, остроумный, неиссякаемый источник анекдотов. Именно так описал его ровесник. Мы знаем его только как слово «человек», но в действительности ситуация была скорее кардинально противоположной во всяком случае в годы их жизни. Многие люди представляют себе старика Сальери рядом с молодым и гениальным Моцартом. У них было всего 5 лет
Разница в возрасте. Разница в возрасте. Значит, он не такой уж старый, как его считают. Хорошо, Андес. Так, следующее. Это о Сальери. Теперь о Моцарте. Так, кто расскажет? Хорошо, давайте. Моцарт родился 27 января 1756 году. Один из самых популярных классических композиторов. Моцарт оказал большое влияние на мировую музыкальную культуру. По свидетельству современников, Моцарт обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью. Хорошо, садитесь. Да, давайте. Запишите себе в тетради какие новые. Вот здесь мы увидим саму композицию. И вот здесь уже, посмотрите, новые слова. Репим, дается пояснение, что такое, потом, видите, что за слова? Да. Профанация. А что это такое? Давайте, кто прочитает? Энджу? Что это такое? Конфликт – это столкновение. Хорошо, садитесь. Фигляр. Да. Да. Значит, это фокусник или в другом значении стан обозначает шут. И последнее слово? Первым. Это ангел. Хорошо. Так, теперь возьмите домашнее задание. Так, запишите вот эти словарную работу себе в тетради. Вот эти слова запишите себе в тетрадь, а потом уже домашнее задание. Запишите слова в тетради. Все, записали? Да. Хорошо. И в заключение я хочу сказать, что прошло больше 200 лет, когда жили эти два великих музыканта. Но неразгаданная тайна смерти одного из них до сих пор волнует всех. Кто породил эту легенду о том, что Сальери отравил Моцарта, осталось тайной за 7 печатями. Но Пушкин в нее поверил. А теперь давайте я вас оценю. Аяулым 80 баллов, Гульназ 80 баллов, Андес 85 баллов, Айнур 80 баллов, Акмарал 75 баллов, Риза 70 баллов, Аяулым 90 баллов, да, Мадина 70 баллов, Энджу 80 баллов, дальше Диана 90 баллов и Мадина 70 баллов. Так, вот такие оценки за сегодняшний урок. Теперь напишите себе в тетради домашнее задание. Что вы должны делать? Составьте сообщение, что объединяет литературу как искусство словесного творчества и другие виды искусства. Запишите домашнее задание. И составьте синкве со словом искусство. И еще одно задание, упражнение на 112 странице. 112 странице 140-е задание. Записали домашнее задание? Да. А теперь дерево желаний. Значит, давайте мы, напишем свои пожелания, да, и прикрепим к доске. За какое у вас впечатление?
какое получили впечатление от сегодняшнего урока? На доске мы просто вычисляем. Давайте прикрепляем к доске. Так, все написали? Ну, отлично. Благодарю вас за участие.